Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bul. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. И здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И как вы уже, наверное, догадались, у нас сегодня новогодний выпуск. Пользуясь случаем, всех вас поздравляю искренне с этим замечательным, нашим любимым праздником Новым годом. А сегодня у нас на кухне большой сюрприз. Внимание! Самые популярные пародисты Республики Татарстан, самые веселые юмористы Татарстана, да и всей России. Встречайте Ш.З. Зарипов, Шарапов, Рамиль, Рифат, салям! Егитлер, ну, с кого начнем? Подождите, Егитлер. Во-первых, что это такое неприготовленная курица? Что это? Это таук без ночнушки. Таук без ночнушки. Я думал, обычно готовые блюда дарят. Ну, сегодня Новый год, сегодня можно и не готовые. Вот готовые блюда здесь. Банан. Это татарский национальный продукт банан, что ли? Что это? Год обезьяны. Все, теперь все понятно. Следующий год, друзья, 16-й это год обезьяны, поэтому и эти подарки, в принципе, ребят, оправданы. Рахмет. Рамиль Шарапов и Рифат Зарипов. Юмористы, шоумены, пародисты, ведущие программы «Жемга Кище» на телеканале ТНВ. Рамиль родился в Буинском районе, окончил Казанское театральное училище, работал в Буинском государственном драматическом театре. Рифат родился в Оренбургской области, окончил Казанский университет культуры и искусств, работал в театре песни «Салават». Судьбоносная встреча артистов произошла на кастинге ведущих программы «Жемга Кище». Что будем готовить? Вот новогодний выпуск. Все зрители сейчас тоже думают, что приготовить в новогоднюю ночь. Рассказывайте. Что будем готовить, значит, Шарапов объяснит. Шарапов, как? Что будем готовить? Я говорю же, мы очень хорошо разговариваем на русском. Кстати, да, точно. Ребят, мы же татары в душе. Даже если у нас где-то выходит акцент, самое главное, что это не хундай акцент, понимаешь? Поэтому все нормально, ребят. Давайте, что будем готовить? Я пока елочку поставлю. Мы, короче, готовим блюдо, вот это им Рифат. Да. Мне вот принесли курицу. Я моя киша, как бы говорится, Новый год. Обезьяну слушать нас аккуратно. Да? Ага. Это мой брат. Твой брат? Мы похожи же. Но у тебя брови красивее. Да? Но уши тоже нормально. Это фишка. Продолжаем, да? Продолжаем. Конечно. Я хотел бы уточнить, вот, это курица, и, конечно, Новый год же, это... Волшебство. Волшебство. То есть мы будем готовить курицу, а потом дальше посмотрим, да? Потом, пак была. Потом может быть. Ну, будет. сами увидите, друзья, дождитесь окончания программы. Мы будем готовить курицу. Что с ним делать будем? Конечно же, мы с Рифатом вот эту курицу, Целые сутки замочили. Нет, вы сначала ее просто замочили, а потом уже замочили в соленой воде. Мы сперва Замочили, да. Кто ход замочили? Так, замочили. Она, то есть, подготовлена, ее можно уже сейчас фаршировать чем-нибудь. Он уже готовый, она. Он уже готовый, она. Чем будем фаршировать, Егитлер? Фаршировать, конечно, будем яблоками и Рифат. Я с бананом. И тут приходит на ум сразу песня «Алмагашлара». Алмагашлары, сайры сандугашлары, сайры сагандыра башлары. Алкыштекеле, Егитлер, начинаем. Так, давайте. Давай, яблоко вот резай. Что-то я чувствую себя, как будто, смотрите, вы вдвоем стоите, смотрите, я готовлю, да? Ну ладно, Егитлер. Гости же кунаклар. Да, кунаклар, все понятно. Так, Егитлер, давайте, кстати, Рифат, давай ты тоже яблоко что-нибудь сделай. Без дела не стойте, ну... Что? Ну что за... Это новогодний выпуск, друзья. Ничего не вырезаем, все как есть. Рифат доказал, что он не умеет ничего делать с яблоками. умею. Отдай, пожалуйста, попробуй с мандаринами. С мандаринами могу, да. Так.
Вот это да! Браво! Случайно. Так, Рамиль, давай вот яблочки уже можно помещать туда, в курочку. Давай. И вот с обеих сторон, и вот, пожалуйста. Ты вообще руша сиптіресің, да? Сиптіресің іші былай Руся? Брызгаешь. Никита, расскажите вот нам. Да, процесс давайте помогаю идет. тебе. Все яблоки туда. Туда, има. Алманы енді яблоко. Быстренько, в двух словах. Рифат, Рамиль, откуда вы такие красавцы? Я точно не из Казани, я тоже не из Казани, Аллаха шикар. Я вот с Оренбургской области, Северного района. Оренбургский Села. татарин Рифат, между Да. прочим. То есть на арбузах вырос. Нет, у нас арбузов нет. Бимбит граница, Бугульма, Татарстан, Башкортостан. А, Ты бавлинский, можно сказать? Почти. Да. Почти. Бугульминский, Бавлинский, рядом, да, границы мы. Самарский, и рядом Самар, граница тоже. Шевелится, что ли? Да, Шевелится? Слишком много. Не-не, можно еще, давай. Давай, добей тогда. Егитар, мы же еще хотели-то добавить чернослив. Точно. Поражимиш. Коражимиш. Яблоко Давай туда же, закрывается. давай туда же. Тихо, курицу не сломай. Рамиль, расскажи, где родился? В Казани пригодился. Я родился в роддоме Ага. Какого района? Буинского района. Я как бы проживаю. Ну, родился уже в Буинске, город Буинск, деревня Адав Тулумбаева. Доучился до 9 класса. Понял, что Буинск это маленький город и уехал в Казань. Нет, до 9 классов доучился, потом я Потом поступил выгнали. в Казанское театральное училище. Я там еще ростом маленький был совсем, и даже меня не хотели брать. Артисты говорят, артист гәүдәле бит. Высокий, красивый. Красивый, да. Мотор кошлы. Но потом я снял шапку, показал им свои красивые, шикарные брови. Я завидую, поверь мне. И они сказали, проходишь. Все что ли здесь? Дверь открыл, Ага. и меня айталар, не дейін, буй бәләкәй бывает, рост маленький уже, говорит, ты, говорит, Артист не выйдет? С садика сразу к нам пришел. Там 4 года доучился, потом вот я приехал к себе в Буинск. У нас есть открылся в 2005 году Буинский драматический Ну что, ты театр. слушай. А я драматическое, направление у меня драматическое было. А я когда приехал к себе, начал работать, жанр юмора же, освоил жанр юмора, потихоньку сперва тяжелее было, потому что первую роль я дурака сыграл. Говорит, Ну-ка, покажи-ка нам дурака, Рамиль. Смотри, покажи нам дурака. Как обычно. Не, я знаю, у тебя есть фишка, что ты умеешь танцевать ушами. Давай, сегодня Новый год, сегодня можно. Ну, Давай, набей. Нам с Рифа. Аплодисмент. и, конечно, смертельный номер. Аллах, сальто делает. Смотрите. Ветер здесь на кухне. Молодец. Курица на самом деле уже готова, и надо куда-то ее перемещать. Перемещать надо, ее освоенно вот переместить в рукав для Запекание. Отдельный пакет тоже какой-то. пакета. Сейчас. Есть пакет. Все есть. И пакет есть, и противень есть. Так, У них уже все готово. будем ее запекать. А пока запекаем, Рифат, ты без образования остался, что ли? В Оренбурге родился и все? Родился тоже, учился в школе. Ага. Да. Потом 11 класс закончил, поступил в Казанский государственный институт культуры. Там учился. Так, У Салават Абыда. Салават Абыда? Да. Салам Закеевич, салям. Сложно было поступить-то вот тебе-то, нет? Ну, сложно, как сложно? Ну, были трудности, конечно, но нормально. Да, тур был у нас, 38 человек был, Салаватта 5 бюджетных мест, 5 коммерческих мест. Вот я поступил в коммерческое районе. Я знаю секрет твой, да? Если твой напарник танцует ушами, то ты ведь прекрасно поешь. Давай, я сейчас буду, поможешь мне, Рамиль. Мы сейчас будем курочку упаковывать, а с тебя песня. А курицу мы сейчас упакуем при помощи одного татарского инструмента, называется стиплер. Стиплер? Стиплер. Степлевать. Да, мы стиплуем сейчас, а ты поешь. Давай. Хорошо. А какую песню? Песнялар очень много, но я хочу так шуточный булгач енді. Есть же татарская народная песня «Талы-талы». Знаете, наверное? «Талы-талы, талы бөгелеп тора, тағын бір көрәсе келіп, үзәк өзеліп тора, тағын бір көрәсе келіп, үзәк өзеліп тора». И сразу же прямой перевод сделал на русский. Ива, Ива, Ива наклоняется, Ива, Ива, Ива наклоняется. Еще раз хочу увидеть, центр отрывается.
А Рамиль и Рифат сегодня не стесняются. Молодцы, ребята. Аллаха шükür. Так, вот я все здесь сделал, конечно. Ты застепловал? Застепловал. Спасибо степлеру. В каждой татарской семье должен быть такой степлер. Как назовем-то блюдо? Блюдо шазы. Шазы. Курица под шазой. Пусть будет так. Открываем духовку, отправляем нашу новогоднюю, маринованную, волшебную курицу в санаторий. Давай. Ох, как жарко, да. Ах. Ну и Гитлер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Закрываем. А я напоминаю, что блюдо мы сегодня готовим новогоднее, и, мне кажется, сюрприз ожидает не только вас, дорогие друзья, но и нас, Гитлер. С Новым годом! Я Гитлер! Оставайтесь с нами, друзья, после небольшой паузы мы продолжим, и еще одно блюдо будем готовить для вас. Фаршированная курица шаза. Курицу на несколько часов замочили в соленой воде. Далее ее нафаршировали нарезанными дольками яблоками и черносливом. Затем тушку поместили в рукав для запекания, выложили на противень и отправили в духовку на 1 час. В эфире вновь программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем. Бүгін біздің білән жұмға кеше егетлері Рамиль Шарапов, Рифат Зарипов. Яңа юллар, өттәгімі рағым судай, ярдәміңнен, бәхетіңнен, ташлама бізді Құдай. Молодцы, молодцы. Обезьяне понравилась песня. Конечно. Он же Он же свой. Егитлер, наша курочка волшебная готовится, но у нас есть время приготовить замечательное блюдо, которое вот всегда на новогодних столах, у татар, у русских, у всех. И называется этот салат Оливье. оливье. Но мы же нестандартные сегодня, Егитлер. У юмористов свой будет юмористический салат оливье. Назовем мы его, давай, как-нибудь по-новогоднему. Праздничный нәрсе деп. Куштанашлары. Да, новогодние игрушки, да. Мы назовем этот салат. Готовится он из картошки, морковки и всего, что у вас есть на кухне. Да. Все по порядку. Можно мандарин туда? Можно мандарин. Так, ребят, начинаем готовить. Рифат, тебе лучок. О, самый я рад. Я курочку порежу. А Рамиль, С народом. с народом пообщайся. Расскажи, вот ваш дуэт все любят, уважают. Как познакомились? Вопрос, конечно, неэтичный. Ребят, как вы познакомились? Ну, сперва все сложно было. Я работал в Буинском театре. Я работал у Салавата Абида. Да. И потом был уже проект Жембакище. Там уже свои ведущие были, как бы. И потом нас позвали, вот Рифата отдельно, меня отдельно, как бы мы пришли. И нашли общий язык, самое главное. Егитлер, а вот вы сами пишете, нет? Свои какие-то шутки, концерты, пародии? Нет, нам нет, пишут. сценарий есть, да. Напишут, но без... Ну, там скелет есть свой. Да. А мы остальное это импровизационное, юморное, мы сами Біздің доделываем. тілде скелетқа ит қондыру деп аталады. И это мясо прилепляем. Айда, Рамиль, первый слой выкладывай курочки. Да. Помогай. Айда. Вот так вот, бисмилляй, тэп, красиво. Все это надо разровнять. Так. Егитлер, ну о себе расскажите. Женаты вы, не женаты, есть дети. Сколько должно быть, Рифат, расскажи. Ну, Рифат, да. Я уже 1,5 года женатый деп айтайын енді. Полтора енді была, да. Сын родился 26 августа. Как назвал? Ислам. Мгм, Я думал, Рамиль. Живем? Рамиль, холостяк у нас? Я папа героин. Я тоже женатый. Рами, помоги, пожалуйста. Да? Менде женатый болғанға сколько у меня? 3 года. У меня есть сын. Зовут Раян. В августе этого года родилась дочка. Поздравляем. Ну, Рамиль. Молодец. Рифат, догоняй. Надо. Самый интересный момент, да, біздің Рамиль білән жены. Нәрселі, Рамиль? В один день родились. Ну, короче, день рождения бракенды. То есть гуляете в один и тот же день? Да. Нет, вы вообще, ребят, семью-то видите, с ними Харкина гастроли, съемки, ТНВ, туда-сюда. Шо туған күнде енді, увидимся. Вот на день рождения жены один раз в год. Да. Біз как шпабай приходим. Домой. Мешок зарплаты приносите и все. Мешок. Шо мешок он принес, он Әлі өзім мешогында инкассация алып кетті. Так, Егитлер, У меня лук, все, Руслан, бітті. лук бітті, бәрәңге кидле. Китте. Давай, держи. Порежь картошечку. Тоже так мелко, да? Тоже мелко. Рамиль, но тебе тоже есть задание. Вот тебе майонез, оливковый, очень вкусный, 90-80%. Да, можно кушать. И вот надо слой, у нас первый слой курицы, потом идет лук и потом майонез.
Сейчас я огурчики дорежу. Рамиль, ты левша, что ли? А? Левша, что ли? Ну, иногда право тоже работает. Егидар, вот Новый год сейчас наступает. Какие планы на 2016 год? Какие концерты новые, может, ожидают зрители? Есть что-нибудь такое похвастаться, куда-то пригласить всех? Ты намеком это, да? Конечно, билеты. По Татарстану йürибиз енді и шетнелерге де, ну, по всей России катаемся, гастроли. Но вы вдвоем только всегда выступаете или каких-то артистов приглашать дополнительно? Ну, когда Жумбак еще приглашают, енді, там тоже нас приглашают, Жумбак еще, мы тоже как ведущие. А когда у нас сольные концерты, да, приглашаем артистов. Ну, у нас своя группа, у Рамиля своя группа. Иногда объединяемся, бригаем хуябус концертлар. Егидар, ну давайте, у нас программа «Секреты татарской кухни». Секреты скажите, ну поклонниц же, наверное, много, козлар же вообще, наверное, ой, прохода не дают. Рамиль айтели, кімді ярата. Но Рифаты больше девушки любят. Меня бабушки. Бабушки? Кто-то ревнует. То есть все за 50, это твоя аудитория? До 50? Здесь моя. Да. Какие-то были интересные случаи на концертах или подарки какие-то? Насчет подарков, когда я в Пермском крае выступал, мы же худые оба. Выступаем. Обычно же артистам цветы дарят, например. Несколько людей были, бабушки уже опять. Бабушка поднялась, там бәліш, итлі бәліш деген. Мясной бәліш подарила? Бәйтем, бабушка говорит, спасибо. А что, говорит, не цветы, а почему бәліш? Давай немножко толстей, а то я исхудал, говорит. Иногда деньги дают. Недавно в Бугульме были, когда, в ноябре, что ли? Да. И записка дают. Поздравляю того-то человека с днем рождения. И пожалуйста, жерлали. И все, допустим, это родственник Лилия. И я дополнительно сам придумаю. Буду записку написал, 5000... Прочитаешь записку, 5000 рублей получишь. Да, получишь. И все сдал им, ха-ха-ха, угорают. Ну дали ты 5000? 1000 дали, не 5000. Я сказал сразу, мне 5000 слишком много будет, 1000 вот сюда Вот хватит. так Но он шутку сказал. Я шутку сказал. И Ну, шутка, а сейчас вот новую машину купил уже. Так с каждого концерта по 1000. Ребята, следующий слой у нас коярчик. И потом картошка. Давайте картошку, ребят. Сейчас. Надо немножко так разровняем. Разровняйте, пожалуйста, аккуратно. Ребят, ну все-таки, чтобы салат действительно был вкусным, надо еще его песни заправить. Еще одна, да, что-нибудь. Я же сам, понимаешь, редко пою. Поэтому давай, картошка пошла. Я только в конце пою. Да. Какую песню споем? Можно русскую, можно татарскую, можно татарско-русскую. Тебе вот халакский керек, да? Поближе к народу, конечно. Новогодний, халакский. Халакский. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләмикән. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләмикән. Кулда мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм микән. Эх, Аллах. Еще. Аплодисменты, пожалуйста. Если надо, еще перевод есть. Вот, давай перевод, давай. Я просто хотел сказать, вы будете петь, я салат сейчас доделаю быстрее. Давайте. Бабушка сядет на цветочек, цветок шевельнется ли? Бабушка сядет на цветочек, цветок шевельнется ли? Моя душа тебя хочет, бабушка моя, кружок мой, птичка моя, соловей, споет ли? Хей! Бравит! Слушайте, действительно... Это настоящий прямой перевод. Не, Егидар, если вот прямой перевод татарских песен делать, удивительно юмористический номер получается. Да. Сядешь просто. Сядешь и не встанешь. Так, Егидар. Красиво получилось, да? Ляпота. Ляпота. Как татары говорят. Как буинские татары говорят. Ляпота. По-мишерски вот это. Подожди, ты же тоже мишарин, получается. Опять так тебе, да. А на так блядь, да. Так, ребят, давайте украшаем сейчас зеленым горошком. И специально мы отварили перепелиные яйца. Мы сейчас вот такие вот... Это и есть новогодние игрушки наши, Егитнер. Вот так вот, смотри, как красиво. Да, с морковки, кстати, тоже можно что-нибудь сделать. Еще буквально чуть-чуть. И наш салат, Егитнер, Уже готов. уже готов. А вы сами быстренько скажите, готовите, нет, Егитнер, честно? Готовы. Доширак. Яйца готовить умеем еще. То есть, ну, получается, не умеете. Нет, я бы так не сказал. Зачем мы тогда сюда пришли? Научиться. Учиться готовить. И людей учить, научиться.
Готовы? Ребят, Готовы? мы молодцы. Вот такой красивый салат новогодний приготовили. Ну а пробовать и салат, и то волшебное первое блюдо мы будем буквально через секунду. Оставайтесь с нами. Салат новогодние игрушки. Копченую куриную грудку, лук, маринованные огурцы и вареный картофель мелко нарезали. Далее в плоское блюдо начали складывать слои. Сначала грудку, затем лук и майонез. Далее маринованные огурцы, картофель и снова майонез. Сверху ровным слоем выложили зеленый горошек. Получилась елка. Елку украсили новогодними игрушками, перепелиными яйцами и цветами из вареной моркови. Уважаемые зрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Егитлер, я моил блянчим, ребята! Все готово. Салат здесь, курица здесь. Ну, ребята, ну что это за курица? Ну, у нас Новый год, новогодний стол. Она и маленькая, и вообще маловато будет. Ребят, надо что-то делать. Непсы. Руслан, не переживай, все будет нормально сейчас. Подожди, секундочку. Типа, давай. Что-то происходит, друзья. Какие-то чудеса новогодние. Ту-ду-ду-дум. А я напоминаю, кстати, год обезьяны, я понял, в чем фишка. Егитлер. Так, Руслан, держись. Ага. Или номер? Шахалай, махалай, курица козла превратится. И праздник случится. Аттина-ваттина. Вау-вау-вау, Егитлер. Вот это да. Видал, Сашенька-шинга? Вот это уже не курица, настоящий татарский коз. Гусь у нас получился, и сейчас мы будем его пробовать. Егитлер, молодцы. Давай. Вот такие чудеса происходят в нашей новогодней программе. Готовили курицу, а пробуем гуся. Егитлер, бисмилля рахман рахим. Давай, 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 давай. ребята. Конечно. Вот тогда. Все руками и яблочко. Ну, Супер. Егитлер, Вообще, без слов. год будет чудесным. Вообще отлично. С таким рецептом год будет замечательным. Ну а сейчас давайте попробуем наш салатик. Очень красиво он получился, но надо так, чтобы вот и нижний слой попал на ложечку, и верхний. Попади, попробуй. Смотри, Рамиль нам не доверяет, не пробует салат. Проверяй, ну проверяй. Это легко. Попробуй. Рамиль, очень вкусно. Бигрять. Конечно, кто готовил его? Вот вкус у салата традиционный, но ведь какая подача. Конечно. Очень красиво, очень современно и Креативно. креативно. Вот татарское слово забыл. Креативно. Ребят, за то, что вы креативно, вкусно приготовили, я дарю вам подарок от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды. Готовьте на здоровье. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Руслан, тебе очень большое спасибо, огромное спасибо за то, что позвал нас сюда. Рахмат, татарча айтигали. Было очень весело, Сізге рахмет. классно. Бірге болайық, бірден болайық, вместе жить, вместе неше кететер. Раздельно спать. И надо поздравлять. Счастья, здоровья, чтобы все вот желания былись, все было как вы хотите, вот Так и будет, да? Да. Рамиль, ты согласен? И, конечно же, Аллах Ирса. Самое главное, чтобы здоровье было. И Аллах Ирса, чтобы зрители нас не бросали. Всегда мы вместе были. Побольше юмора, побольше позитива. И, конечно же, побольше успеха. И с Новым годом. Ай, молодцы, Егитлер. Еще раз, дорогие наши любимые телезрители, я искренне вас всех поздравляю с этим волшебным праздником. Любите друг друга и с Новым годом! Бәхет белән, шатлык белән яшәгез, дуслар! Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз, тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз, тазалыкта, байлыкта. Яңа ел белән, дуслар, с Новым годом! Я Руслан Шарафутдинов, Рамиль Шарапов, Рифат Зарипов, говорим вам ура! Яңа ел белән! Все, всем по банану. Расходимся. Қозлап шиғалі. Давай. Приятного аппетита.